ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 6 октября исполняющая обязанности координатора местного отделения ЛДПР Елена Теплова и ее зам Вячеслав Карманов отправились в поселок Боровой. Они навестили супружескую чету Долбня. Пожилые муж и жена после многомесячных попыток достучаться до ответственных людей отчаялись. В их муниципальном одноэтажном доме на 2 семьи над их половиной прохудилась крыша, а печная труба тоже далека от крепкого оплота коммунального хозяйства. Это стало известно до поездки, а вот что оказалось на месте? Ну, вот эти листы шифера, там, получается, они поперек треснуты, и там большая очень трещина, ну и, соответственно, понятно, почему вода затекает и крыша течет. Ну и труба, соответственно, это видно тоже на фотографии, труба наполовину обрушилась. Вот эта вот кирпичная кладка, вон, ее видно. Ну и в целом, конечно, ремонт дома по периметру тоже требуется. Рядовая история, каких много. Мужчина, кстати, оба они пожилые люди с инвалидностью, своими силами что-то пытался подремонтировать. Попутно старики писали в инстанции, просили сделать ремонт до зимы, не дай бог провалится крыша. Местное начальство, подразделение администрации МОГО-Ухта, адресовало обращение выше. Ответы приходили исправно. Но какие? Даже вот посмотрите, что некрасиво. Отписывает Артемьев, то он называет ее Марина Владимировна, то он называет ее Тамара Наумовна, а на самом деле зовут ее Наталья Андреевна. И везде одно и то же, что ваш будет, вот последние 12, 10, 17 года будут выполнены работы. Но первое, что им обещали, что работы будут проведены в июле месяце. Ремонт, по идее, должна была сделать управляющая компания, но УК этого дома небезызвестная Эну Маэлиш. Как вы догадываетесь, ремонт так и не произошел. Почему так? И пожилых людей не первый день кормят обещаниями. Общественники попытались узнать в самой УК, что располагается в Ухте. Сделали это почти сразу после поездки в Боровой в начале октября. Накануне предупредили, что мы приедем задать вопрос о ремонте в поселке Боровом у инвалидов первой группы. На следующий день, когда мы приехали, срочно была закрыта фирма на работу с документами. Висело большое объявление, и большим буквами было написано «Работа с документами». Мы все-таки зашли, несмотря на объявление. Сотрудники фирмы сказали, что они в отсутствии руководителя не могут дать нам конкретных пояснений. Руководитель фирмы так и не появилась. Важно! Пенсионеры исправно и полностью платили все платежи, что им приходили. То есть свою часть обязательств исполнили, а даже если УК другие не платят и есть долги, то в чем вина семьи Долбня? Подождав несколько недель, а вдруг да и начнут все же ремонтировать, общественники снова решили проведать УК. На этот раз со СМИ. Что удалось выяснить? Работаем, понимаете, очень много заявок, очень много всяких аварийных ситуаций. У нас большая текучка. В данный момент одна бригада пока. Вот она справляется. А на ремонтные работы привлекаем людей. Так получилось, что и шифер, собственно, трубу уже сделали, а деньги, получается, отойдут все равно вам, от этих пенсионеров. Нет, почему они напишут перерасчет, и мы вернем. То есть я правильно ли вас понимаю, что если сейчас эти пожилые люди напишут стоимость тех работ, которые были проведены, то они могут их получить обратно? Ну, думаю, что да. Фраза о том, что все уже сделано, не случайна. Общественники поняли, что ждать бесполезно, поэтому на выходных 21 и 22 октября поехали в Боровой снова. В субботу залатали крышу, в воскресенье отремонтировали печную трубу. Весь аппарат сектора по работе с территории ПГТ Боровой, администрации МОГО-Ухта, управляющей компании Эну Маэлиш не смогли. А Виктор Степанов, Вячеслав Карманов, Владимир Баранов и Елена Теплова, 4 добровольца за 2 дня и 6,5 тысяч рублей из своего собственного кармана сделали. Есть уверенность, что дома у Натальи Андреевны и Василия Долбня крыша уже не потечет. А зимой здесь будет теплее, благодаря совершенно обычным, неравнодушным людям и их помощи.